достаточно давно чесал в затылке, купить фотоловушку или не купить. Но тут между делом увидел классное видео насчет бобров. Классно бобров, оказывается, можно снимать. Почему бы самому не попробовать так же сделать? А у нас этой грязи, как собак нерезанных. Бобры обгрызли, ветер дунул, кир-дык и свалилось. Лесорубу мать их за ногу. Причем стрельнуть их никак не можешь. Поэтому решил, покупаю. Ночью бобров не видно. Ночь, на воде ничего не видно, жизнь кипит, булькает, бобры андаты туда-сюда шастают. Ну, хоть фотоловушка может снять. И мытьем так катанием мы их засекем. Чтоб подешевле купить, пробовал в Китае, но там на Алиэкспресс я его не нашел, эту марку. Поэтому купил в России в интернет-магазине. Ну, понеслись по кочкам. Фотоловушка, фильм 120. Ух ты, по-русски. Так, китайцы молодцы. Так, пульт вроде бы. Ух ты, ремень. Ой, не пугать. Так, ну по инструкции карта памяти 32 гига. Как раз мне его подарили. До видеокамеры это мало. Снимать мало попадает. А на фотоловушке, пожалуй, раз написано пойдет, значит будем придерживаться. Пойдет. Какой интернет, когда есть инструкция на русском языке? Их, чего себе! Тут микроскоп нужен. Где моя лупа? Инструкция, которая написана не мелким, нет, мельчайшим, супер мельчайшим шрифтом. Двумя лупами не мог разглядеть компот. В принципе, могу я обойтись без инструкции, а? Интересно даже. Квадрокоптер освоил, видеокамера худо-бедно освоил. А что, фотоловушка сильно от них отличается, что ли? Сомневаюсь. Проверим. Так, на пульте свой аккумулятор есть. Все окей. Открываем дисплей. На всех предыдущих гаджетах была отдельная кнопка включения. On, off. Это выключить-включить. Средний тест. Надеюсь, тест это настроить надо. Меню нажал, все заработало. Фото сделал 2 съемки на 20 мегапикселей. Видео сделал на 30 секунд. Для съемок хватит за глаза. Наконец-то до русского языка дошел. Это все на английском делал. Окей. Ух ты! Как все сразу ясно стало? Одиночные зайчьи следы. Еду обратно в сторону дома. А чтоб зазря не ездить, поставлю я фотоловушку. Чисто на счастье. Тут лиса бегала и куропатки. Ну, Господи, помоги. Фильм 120. Проверим, как ты работаешь. Как бы не напугать своими следами. Направим сюда. Тут и лиса пробежала, и куропатки пробегали. Так, первым делом надо включить. Off. Включил. Это была моя первая ошибка начинающего фотоловушечника. Аппарат надо включать в последний момент. Это мелькание рук и ног при установке абсолютно бесполезно, заняло слишком много места на карте памяти. Но могли бы и получше сделать, побыстрее, чтобы работало. Так, а что он видит? Это даже интересно. Посмотреть. Ну, работайте, ребята. Метлу привезти с собой, чтобы следы заметать. Ну, примерно так. Пожалуй, это вторая моя ошибка. Когда все динамично и быстро проходит, надо оставлять только видео, так как на фото тратится драгоценное время, и 30 секунд видео потом зря мотает пустые кадры.
Так, сегодня берем лишний инструмент, метлу. Ну, как раз. Свежих следов там, где я оставил фотоловушку, нету. Поэтому снимаем и в другое место поставлю, там, где зайцы бегают. Может, случайно до один попадется? Ну. Нормально. Собственно говоря, кроме моего снегохода, тут никто теплый не проезжал, не проходил, не пробегал. Ну что, ты меня хоть снял? Так, ну пойдем я тебя в другое место. Выключить. Фотоловушку ставить наугад. Не совсем благородное дело. Куропатки вон отсюда за 200 метров садились. Не угадаешь? Чтоб зря не ездить, поставлю я фотоловушку на несколько дней. Рано или поздно тут кто-нибудь да пробежит. По крайней мере, снегоход проедет. Ну, давай. Поработай, филин ты наш. Ну что, пошли? Ну что, сюда поставили? В ту степь. Ну, надеюсь, что-нибудь да попадет. Ой-ой. Фу, блин. Вверх ногами. Не, я вверх ногами не буду. Так, вот так надо. Вот этот крепеж самая нудная штука. Не очень удобная. Включить не забыть. Давай. Постой. На безрыбье и рак рыба. Не хочет заяц попадаться? Сфотографируем его. Снимем. Ну, сейчас точно домой. Снег вроде небольшой, но дорогу уже подзамело. Без помощи не выехать. Снежок-то небольшой, но нифига себе сколько навалял. Так, ну куртку не одевай. По одной простой причине. А причина моя такая. Когда пробовал поставить капканы на зайца бобрины, поставил свежекупленную фотоловушку. Я и весь поход-то затеял, чтобы эту фотоловушку забрать. Но пешком на таких лыжах полупластиковых я бы дошел через неделю. После того, как вспомнил все матюги, которые я знал. Поэтому до фотоловушки доедем на снегоходе. Оставлять не буду. Следов никаких нету. Так, ну что, едем за фотоловушкой. Но эти птички точно после меня ходили по буранной дороге. Ни хрена себе снежок. Хо-хо-хо-хо. А что гадать, сейчас мы это смеряем. Сколько тут снега. Ух ты, 70 сантиметров. Ничего себе наваляло. Ладно, едем в фотоловушке. Проскочил интересные следы. Надо посмотреть. Рябчик здесь сел. Зарылся, а он там взлетел. А второй рябчик сел. Снег пухляк, абсолютно свежий. Провалился, пробился грудью, вышел на снегоходный и потом отсюда слетел. Интересно, чей-то достаточно крупный след. Так как глубоко провалится, сразу не скажешь, волк или лиса. Вышел на буранную дорогу, глубоко тонет, что-то пухляк не нравится, и потопал по нашей дороге снегоходной. Так, а может он мимо моей фотоловушки прошел? Сейчас проверим. Снег идет. Самая разнообразная погода. Редиска! Ушел в сторону! Метров 20 не дошел до моей фотоловушки. Так, что-то фотоловушки не видно. О, да она просто замаскированная под цвет дерева. Стоит. Сразу даже сам не разглядел.
Ну, осталось Теплодатчик посмотреть, что-то изначально повезло или нет. установил на среднюю чувствительность. Не знаю, насколько большая разница температур между двигающейся тенью по снегу и самим снегом в минус 19, но Не камера ошибся. на это среагировала С и сняла неудобной стороны кучу затянул. бесполезных фото и видео. Надо выключить. Ты свое отработал. Ну что, поехали смотреть, что ты наснимал. Снегоход или что-то еще. За 4 дня, что работала фотоловушка у меня, ее память в 32 гига заполнилась наполовину. Обсудим увиденное. Теплодатчик изначально установил на среднюю чувствительность. Не знаю, насколько большая разница температур между двигающейся тенью по снегу и самим снегом в минус 19 в солнечный день, но камера на это среагировала и сняла кучу бесполезных фото и видео. В характеристиках фотоловушки утверждается, что она использует тепловые датчики движения, то есть она снимает движение тел, температура которых выше температуры окружающей местности. Половина снятого материала – это или качание ветки перед камерой, или падение снега с деревьев от ветра. Интересно, какая там разница у них в температурах в пасмурную погоду под пологом леса при морозе в минус 17? А где тепловое движение в метель при минус 15? Вывод пока один. Зимой надо использовать низкую чувствительность теплодатчика. Надеюсь, это поможет снимать только движение именно тепловых тел, типа зайца или на худой конец лося. Немного удивили съемки ночью. Лиса засветилась тучу раз, но при установленной длительности съемок видео в 30 секунд фотоловушка снимала только 5 секунд. Это привело к тому, что камера не успевала ее снять целиком, а когда она быстро пробегала мимо камеры, снимался только ее хвост. Но когда лиса неспешно трусила мимо, она прилично снималась и на видео, и на фото. У меня За 2 также дня сложилось мнение, на фотоловушку что при нарисовалась морозе только за одна минус несчастная 25 собака, лиса чувствовала которая, инфракрасные, посмотрев в то есть глубину тепловые леса, лучи камеры, дрифтнула и побыстрее к реагировала на эту поселку. камеру. Где же Исходя волки? из этого полученного опыта, в дальнейшем на фотоловушке зимой стал ставить маленькую чувствительность, и чтобы перед камерой обязательно отсутствовали ветки. Оставил только съемку видео. Пустая съемка практически пропала, и стал получать приличные видеофайлы, как, например, этот заяц. Пустые съемки пропали и при съемках днем. Ставил фотоловушку около поселка на Балков, а нарисовалась только одна дворняга, которая, посмотрев в глубину леса, тут же дристанула к поселку.